Будут установлены аналогичные флаги со стороны Вулканешт и со стороны Чедерлунг. Со стороны Вулканешт это будут там, где в сторону Жужележского терминала, оттуда Чешмекёе, в том районе будут установлены. Чедерлунг, это в сторону Валипержи, на горе там будут установлены. Но посмотрим, исходя из наших финансовых возможностей, может не остановимся на 3 только флагштоках, может поставим в каждом населенном пункте. Этот пример, я думаю, подхватят и главы администрации, и примары населенных пунктов, начнут вывешивать государственные флаги. Кто был в Турции, тот видел. Там каждый уважающий себя житель вывешивает флаг своего государства, гордится им. Вот, такое же надо и перенимать в Молдове. Деньги на установку флагштоков откуда будут? Мы деньги не изымаем, мы деньги вкладываем. И вкладываем вот национальные символы в укрепление нашей государственности. И эта сумма незначительная. Насколько я помню, там около 86 тысяч лей, по-моему, мы потратили на полностью изготовление этих 2 флагштоков и установку этих флагов. Государственные символы того стоят, и на это жалеть денег не надо. Вообще государственные деятели чаще всего возрождают культ личности. Я бы хотела, и, наверное, мы сделаем такое обращение, чтобы у нас в стране был культ флага. И чтобы финансово в этом участвовали все. То есть, я думаю, что, Михаил Макарович, мы сделаем, наверное, обращение к центральным органам власти, чтобы во всей нашей республике были флаги. Молдавские и наши территории гагаузские, в Кишиневе тоже, чтобы были гагаузские флаги, чтобы совместно республика на это тратила средства. Пусть у нас в республике будет культ флага, и это будет патриотично, это будет вызывать у молодежи чувство гордости за свою страну и у всех народов чувство единства. Спасибо вам большое. У вас вообще очень хороший канал, мне очень нравится, насыщенный, информационный. Вы проводите очень замечательные акции. И эти акции, они как-то делают людей мягче.